Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Меня зовут Ольга, и сегодня для вас, мои дорогие зрители, я сделаю отсыпочку на песке на такую тему. Прямо сейчас кто думает о вас, кто вас вспоминает. И если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте на себя. Ни о ком думать не надо, так и спросите, кто прямо сейчас, в это самое мгновение, в эту самую минуту думает обо мне, кто обо мне вспоминает. Песочек все покажет сам. Вот, вы ни о ком не думаете, вы просто загадываете, вы просто спрашиваете, а песочек вам показывает. Итак, мои хорошие, настраивайтесь, загадывайте. Я же очень сильно хочу вас сердечно поблагодарить за то, что вы, мои дорогие, со мной, выбираете быть со мной, и за ту невероятную поддержку, которую вы мне оказываете. Земной вам поклон. Итак, мои хорошие, я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ух ты! Тут между вами прям мечи. Тот, кто о вас думает, между вами мечи. Вы, скорее всего, поссорились, либо поругались, либо какой-то конфликт у вас произошел. Два меча. С вашей стороны меч и со стороны человека меч. Да, о вас думает именно тот мужчина, с кем вы поссорились, поругались, либо какая-то конфликтная была ситуация. Мужчине так плохо, так прям дурно, понимаете, его штормит, у него голова кружится, у него такое состояние, знаете, разбитой вазы. И плакать хочется, да, до слез нет. Очень сильно он жалеет о том, что между вами такая вот ситуация произошла. И знаете, несмотря на то, что у него такой прям характер огненный, я бы сказала, он такой вспыльчивый человек, он всегда прав, он всегда лидер, он всегда номер один. Последнее слово — это его слово. Вот здесь он признает, что он был неправ. И вот он говорит, что он вас обидел. Обидел сильно, обидел несправедливо, вы этого не заслужили. Вот. Но опять же, ссылается на свой этот огненный характер, на то, что он такой взбалмошный, может, у него настроение такое было, да, может быть, он пар просто выпускал на вас. И он говорит: какой я дурак, вот как я мог ее так обидеть? Она ведь не простит, она ведь этого не заслужила. Это так ужасно, я бы сам себя никогда не простил. Ну, будь я на ее месте, я бы не простил. Но при этом сделанного не исправишь, да, и сейчас без вас очень тяжело. Здесь так показано, что когда вы поссорились, ну вот конфликт произошел, у него как-то вот все под откос пошло. Вот дела, работа, здоровье, там, общение, да, вот все под откос пошло. Он старается об этом не думать, но как бы это есть. Может быть, ему так плохо, да, и он не может концентрироваться на своей работе, на своих делах, как бы неинтересно, он постоянно думает о вас, постоянно переживает. А может быть, действительно ему прилетело за то, что он вас несправедливо обидел. Да, так тоже может быть. Может, скорее всего, наверное, второй вариант. Когда у вас все было хорошо, вы его дополняли, да, вы его любили, вы эту положительную энергию ему посылали. А как только он вас обидел, вот ему и начало прилетать. Причем прилетать просто по всем статьям, по всем фронтам. И он так за голову берется и говорит: ой, какой же я дурак, что же я натворил? Как теперь все исправить? Как? Вы хоть женщина очень положительная, но вы не терпила, вы не будете такое прощать. И теперь ему нужно очень сильно постараться, чтобы заслужить ваше прощение, чтобы все это исправить. Возможно, несколько месяцев на это уйдет, чтобы исправить ту ситуацию, которая между вами сейчас вот образовалась. Его можно сравнить, этого мужчину, с деревом, которое, вот, знаете, подрубили немножко.
прям больно. Ему больно от того, что вы не вместе, от того, что вас нет рядом, от того, что вас нельзя вот обнять, с вами поговорить. Как-то по-особенному ценил разговоры с вами. Может быть, вы его как-то утихомиривали, успокаивали, уравновешивали, скорее всего, потому что он очень горячий. А вы наоборот, такая, знаете, вот как речка, да, такая классная, ласковая, спокойная речка. Но вы течете, вы быстрая. Вы быстрая. Там, где он пар пускает, вы дела делаете, да. Там, где он сам не свой, вы умеете очень дипломатично, да, подойти, решить, договориться. В общем, да, вы его, скорее всего, уравновешивали. Но видите, как показали огонь и вода. Это, конечно, еще то сочетание, когда вы объединяетесь, вода начинает кипеть, да, либо огонь начинает шипеть и тухнуть. Странно, вы разные по характеру, разные. Мне вообще идет, что вы какие-то разные. Может, возраст у вас разный, может быть, у вас и внешность, как не внешность, а типаж, да, типаж, он там темненький, вы светленькая, либо наоборот. Очень много разницы между вами. Но с другой стороны, вас друг к другу тянет, и я это вижу. Вы на мужчину, конечно, обижены, видеть его не хотите, слышать не хотите, вообще думаете, что это точка, конец, все. Получи этот билетик, да, в один конец. Я не хочу с тобой больше иметь дела, если ты такой взбалмошный, если ты позволяешь себе такие вот выпады в мою сторону. Опять же, вы не заслужили. Здесь как на ровном месте что-то произошло. Либо прицепился к вам, либо за что-то зацепился. Ну и он также понимает, да, что так просто прощения ваше не заслужить. Вот ходит теперь, мается, по углам слоняется. Вот как? Как начать? С чего начать? Но если я попробую ей написать, точно не ответит. Если я буду дозваниваться, точно трубку не возьмет. Если я к ней приеду, то точно двери мне не откроет. И что? Что вот как? Где ее подловить? Где ее поджидать? Думает, ничего придумать не может. Может, вы его даже специально сейчас игнорируете, может, заблочили его везде, и в соцсетях, и там телефоны, мессенджеры. И вот он, бедненький, себе места не находит. Ну, что есть, то есть. Девочки, я вижу, что этот конфликт, он все-таки закончится. Может быть, не так быстро, как хотелось бы мужчине. Все-таки он сможет добиться вашего прощения. И вот эта качель, она выровняется. И знаете, после этого конфликта между вами и мужчиной что-то действительно поменяется, качественно поменяется в лучшую сторону. Знаете, будет бояться вас обидеть, будет бояться перегнуть палку. И я не буду вам говорить, что он станет другим, но будет держать себя все-таки в руках, да, будет себя... Ну, буквально там, да, в такие моменты, когда его рвет на части, он будет себя хлестать по щекам и будет себе напоминать, что второго шанса у меня не будет, да. Если я сейчас еще раз что-то такое выкину, то меня явно больше не простят. И почему-то у него еще такая уверенность, что вот вы себе другого мужчину запросто найдете, а вот он так и останется одинокий и никому не нужный, нелюбимый и не обласканный. Ну, скорее всего, это его какая-то драма, да, драматизм включается. Может быть, он у вас действительно однолюб, а может быть, ну, кроме вас он вообще никого в этом мире и не видит, и не замечает. Знаете, он как попробовал райские кущи, да, зачем ему обычная капуста. Вот прям такое у него настроение сейчас негативно-пессимистическое, но, опять же, страдальческое. Ну и думает о вас, думает о том, что теперь делать, себя винит, за голову хватается. Ничего, к сожалению, пока еще не придумал. Вот не могу вам ничего сказать, что он придумал. Думает о том, что надо любой ценой с вами мириться, что нужно вас возвращать любой ценой. И понимает, что это очень сложно, да, очень сложно, потому что тут уже прям эта корочка льда образовалась. На воде лед, да, не так-то просто и пробиться. Хотя, с другой стороны, если он огонь, я думаю, что у него получится. Ну, скорее всего, получится, потому что здесь это показано. Но вы первая точно никаких шагов делать не будете. Вы женщина гордая, вы себе цену знаете. Нет, это не ваш вариант. Это он вас обидел, да, пусть теперь и возвращает, пусть это он теперь вас добивается. Вот. Вы, главное, девочки, там тоже сильно не переусердствуйте. Помните, что он отчаянный мужчина. Он еще и, знаете, во все тяжкие может пойти. Там с горя запьет, не дай бог. Да, зачем вам еще это надо? Зачем вам этот груз ответственности и думать, что он из-за вас спивается?
Не надо сильно его там не дразните. Все-таки я вижу, что у вас тоже к нему чувства есть, да? Зачем его дразнить? Так, помимо этого мужчины, с кем вы поссорились, тут еще и женщина о вас думает. Сейчас я вам ее приблизительно опишу. Женщина, возраст, такая, знаете, уже взрослая женщина, за 40 точно, может быть даже глубоко за 40, волосы светлые, ну либо она седая, либо она окрашенная блондинка. Светлые волосы, блонд мне идет. Женщина думает о вас, успокоиться не может. Как-то вы ее сильно впечатлили. Опять же, впечатлили своими действиями, поступками, красотой, умением себя подать, да, мудростью, знанием. И вот она никак не может смириться с тем, что вы такая и умная, и красивая, и что люди к вам тянутся, и что вы добрый человек. Вот никак она не может понять, чем она хуже, почему вот типа все вам, а ей типа ничего. Ну, здесь зависть идет, честно говорю. Она вам очень сильно завидует, вы можете с ней общаться по-хорошему, по-доброму, вместе работать, либо по соседству жить, и даже быть в родственных отношениях. Она вам в лицо это не говорит, но тем не менее она очень сильно переживает, что вы вот такая классная, крутая, а она нет, да, что у нее такого нет. Может быть, она вас даже в каких-то моментах повторяет, наследует, но ее результат, он прям и в подметке вашему не годится. И ей это больно, ей это странно, ей это печально, ей это болит. Вот, так что есть завистница, и завистница вот где-то рядом. Вот прям и аппетит она потеряла, и сон у нее прям такой, знаете, прерывистый. Долго вот, знаете, в кровати лежит, в потолок смотрит, о вас думая, да, все никак понять не может. В чем ваш секрет? Почему вас так все любят, а ее нет? Вот чем она хуже? Что она делает не так? Да, почему там все мужчины на вас внимание обращают? Почему вам все люди рады? Почему вы везде желанный гость, желанная гостья, а она нет? Да? Что не так с ней? Что она неправильно в этой жизни делает? Почему она не может стать вами? Вот такие у нее мысли. Это вот, знаете, как начало, да, зарождение этой зависти. Но зависть уже есть. Вы, скорее всего, чувствуете ее зависть. Там и щечки могут гореть, и шея, и даже уши. Еще показано, что она с каким-то мужчиной по поводу вас говорит. И так прям спрашивает, ну что не так со мной? Почему все, значит, к ней, да, а не ко мне? Вот мужчина там плечами поджимает, он вообще не понимает, что происходит, почему его спрашивают. Ну, вот такая ситуация, да. Двое думают. Мужчина, с кем поссорились, и женщина, которая вам завидует. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.